Израильские арабы. И сейчас к людям, о которых мы много-много слышали, а именно палестинцы. Во-первых, что такое палестинцы, что за слово такое, откуда оно вообще пришло? 2000 лет назад, 1 век, здесь живут евреи. Вот это вот место здесь называется Иудея, потому что там жили иудеи. Вот. И вот эти вот иудеи здесь поднимают восстание против Римской империи. В то время Римская империя управляет четвертью человечества. Каждый 4-й человек на земном шаре под властью Римской империи. И мы здесь решаем, что все, хватит, нам надоело, мы больше не можем. Сколько уже можно терпеть этих римлян, они нас угнетают, они нас преследуют и очень несправедливо нами управляют. Начинается восстание. И оно длится 7 лет. В 66 году начинается, в 73-м заканчивается. Во время этого восстания в 70-м году разрушен Иерусалим, здесь, разрушен храм. В 73-м году восстание заканчивается последним таким вот большим актом Масада здесь. Защитники берут собственную жизнь, чтобы не попасть в римские руки. Мы побеждены, Иерусалима нет. Но все еще есть еврейская жизнь в этой вот Иудее. Через некоторое время, через еще 60 лет, мы поднимаем второе восстание против римлян. Оно называется восстание Бар-Кохвы. Бар-Кохва – командир этого восстания. Та же идея, та же тема, сколько можно этих римлян. Мы начинаем это восстание, зная, чем оно закончится. Только что мы уже пытались один раз, но все равно. И на этот раз мы опять проигрываем. И на этот раз уже не остается там евреев. Римские легионы, которые раньше просто вот захватывали и шли дальше, сейчас уже просто уничтожают все, что находится на их пути. Деревня за деревней, городок за городком, все горит. И когда уже нет там евреев, и когда они победили, чтобы отпраздновать свою победу, чтобы показать, насколько она была тотальной, они стирают имя, они стирают название этого места. До этого на римских картах было написано Иудея, Иудея. Они находят уже тогда устаревшее название. Народ, который когда-то жил здесь, и называют это место Палестина. Вот. Это новое, это старое новое слово в то время. Достали откуда-то из истории и одели. Проходит 2000 лет, и та группа, то арабское население, которое в начале 20 века из-за всяких там империалистических интересов англичан, особенно французов тоже, которые рисовали линии на Ближнем Востоке, оказалось здесь, внутри этих линий, они начинают называть себя этим именем. У них зарождается национальное движение. В самом начале оно выбирает себе направление против еврейского национального движения, против сионизма. У них была внутренняя дилемма, они решили против. Когда заканчивается война за независимость Израиля в 1949 году, вот так выглядит этот Израиль. Светлая часть государства Израиль, все остальное нет. И вот здесь сектор Газа принадлежит Египту, Иудея, та же Иудея. И Самария – это часть Иордании. Голландские высоты в Сирии в то время. Люди, которые жили вот на этих местах, в Газе, в Иудее, в Самарии, они думали о себе, возможно, как палестинцы, но они были гражданами Египта и гражданами Иордании. И не особенно пытались отделиться от этих стран. После 1967 года сюда пришел Израиль. И постепенно эти люди начали возрождать свою национальную идею, свой национальный дух. И сейчас есть вот эти вот палестинцы, которые опять живут в Газе, в Иудее и в Самарии. На сегодняшний день ситуация такова. В Иудее и в Самарии управляет палестинская автономия. Фактически это значит организация, которая называется Фатх. Вот это символ, через секунду мы о ней поговорим. В Газе, здесь, управляет совсем другая организация, которая называется Хамас. Мы все слышали эту организацию, это все время в новостях. И вот через секунду, что же это такое? Вот это Фатх. Что такое Фатх? Фатх – это организация, которая появилась в 60-е годы. Это светская организация, это социалистическая организация. У них есть не только национальная, но и какая-то такая социальная идея. И они призывают к освобождению Палестины, сегодняшнего Израиля, полностью. Вот. Изгнанию евреев, прекращение существования Израиля как государства, создание палестинского государства, которое будет правильным социалистическим таким вот, правильной социалистической страной. Начал это движение, много лет возглавлял его вот этот вот человек там, лицо которого, я думаю, что мы все узнаем, Ясер Арафат.
Первый этап существования ФАТХ – это просто вот террористическая организация. Они сделали очень много разнообразных терактов. Один из более знаменитых – это здесь. 1972 год, Олимпиада в Мюнхене, палестинские террористы. Эта организация называлась «Черный сентябрь», но она была часть ФАТХа. Захватывают заложники израильских спортсменов, израильскую делегацию на Олимпиаду, и в конце вот эти заложники погибают. В начале 90-х Израиль начинает диалог с этой организацией, диалог с ФАТХ. Создается палестинская автономия, и вот эта вот организация, которая в то время находится вообще-то в изгнании в Северной Африке, все эти функционеры сидят в Алжире, приезжают в Иудею и Самарию, приезжают в Газу и начинают управлять этой новой автономией. Создаются разные структуры, создается палестинская полиция здесь, и вот так оно вот существует. В 2000 году Ясер Арафат решает, что пора что-то изменить, и начинается вторая антифада. Это значит волна террора, где участвуют все разнообразные палестинские организации, среди них тот же ФАТХ. Вот. И мы все это помним, это взрывы автобусов, это разнообразные теракты, и все это опускается, когда Арафат умирает несколько лет назад. Вот этот человек здесь, Махмуд Аббас, так его зовут, его прозвище Абу Мазен, отец Мазена. Он возглавляет палестинскую автономию и возглавляет организацию ФАТХ на сегодняшний день. Махмуд Аббас, он человек, с которым разговаривает Израиль. Когда мы хотим общаться с палестинцами, мы идем к нему. Махмуд Аббас – это человек, который сейчас ведет дипломатический ход, направленный к тому, что в сентябре этого года, буквально через несколько месяцев, в Организации Объединенных Наций, буквально несколько кварталов отсюда, палестинцы провозглашают о создании палестинского государства. В третий раз. Вот. И это то, что нам не рассказывают по CNN. Первый раз был в 1948 году. Они провозгласили о создании государства в Газе. То есть государство вообще, но провозглашение было в Газе. Арабским государствам это было невыгодно, никто не хотел видеть палестинское государство здесь. И просто ничего не произошло, они провозгласили, и все их игнорировали полностью. Второй раз они провозгласили в 1988 году в Алжире, там же в изгнании. 100 стран мира признало вот это вот государство, но они провозгласили в Алжире, а как бы государство где-то там, за горизонтом, и что там опять не получилось. Сейчас, возможно, третий раз. Это ФАТХ. Опять, они светские люди, они социалисты, у них такая вот национальная идея, у них есть очень большое террористическое прошлое, но не только террористическое прошлое. Сейчас эта администрация управляет Иудеей и Самарией. Вот это Хамас. Хамас – это совсем-совсем другая опера. Что говорит ФАТХ? ФАТХ говорит, мы, во-первых, светские люди. Во-первых. Во-вторых, ФАТХ говорит, что мы можем говорить с Израилем. Да, у нас есть такая вот идея того, что Израиля не будет, но это в будущем. Пока что давайте о чем-то... Не, ну как можно подождать? Пока что давайте, можно как-то договариваться. Вот они нам дали автономию, создали вот эту вот структуру. Классно, мы берем, почему нет? Вот. Пока что все как бы работает, пусть работает. В будущем мы усилимся, мы найдем там какое-то время, в будущем, когда-то далеко, да, мы что-то сделаем с этим Израилем. Но пока что можно жить side by side. Хамас нет. Хамас был создан в 80-е годы, и во многом его созданию помог сам Израиль, как противовес ФАТХу, которые тогда были сильные и страшные. Хамас – это религиозная организация. Это организация, которая придерживается определенной идеологии. Они исламисты. Они верят в будущее. Общее ближневосточное такое вот мусульманское государство. Нет границ. Они говорят, что границы – это искусственно. Границы – это им Запад делал. Нет на самом деле разницы между Сирией, Ливаном и Иорданией. Все это фиктивно. Все это должно быть одним сплошным арабским пространством под мусульманским законом. Не просто так. Это религиозное государство, вот это вот будущее. Первый этап создания этого государства, они говорят, это уничтожение Израиля. С их точки зрения, Израиль – это религиозная проблема. Это не что-то национальное, это не что-то дипломатическое, это не что-то, с чем можно вообще общаться. Израиль практически равно дьявол. Что такое вот? Уничтожение Израиля – это мицва. Вот так. Не с кем говорить, никак. С их точки зрения, они не хотят с нами общаться, они как бы, понятно, что они хотят. Человек слева, вон там в углу, его звали Ахмед Ясин. Он был религиозным предводителем, такой вот центральной фигурой, центральным идеологом Хамаса. Он был парализованным. И несколько лет назад он был
уничтожен израильской армией в Газе. На его место не пришла одна фигура. На самом деле пришла одна фигура, его звали Рантиси, он тоже был уничтожен через 2 недели. А потом не пришла одна фигура, а появились несколько центров силы. Несколько лет назад, в 2007 году, Хамас сделал революцию в Газе. Они свергли администрацию палестинской автономии, буквально отвоевали Газу у Фатха, и сейчас, до сегодняшнего дня, они управляют сектором Газа. Во главе сектора Газа, во главе хамасской организации администрации, там стоит вот этот человек. Его зовут Исмаил Хания. И вот видно здесь, как он, как принято вообще в политике, целуется с ребенком. Обратите внимание на ребенка. Вот это Хамас. Что у нас здесь есть еще? Есть вот эта вот женщина, которая фотографируется перед тем, как она пойдет и что-то сделает. Есть вот эти вот люди, можно увидеть, что они носят на себе. Это просто парад в Газе. Вот так вот они ходят туда-сюда. И есть вот этот вот плакат. И все ясно. Вот тот же самый золотой купол в Иерусалиме. Самая главная мусульманская святыня на территории сегодняшнего Израиля. До буквально 2-3 недель назад между Фатхом и Хамасом был огромный обрыв, была пропасть. Это совершенно 2 разные группировки, разные люди, они враждуют между собой, ненавидят друг друга лютой ненавистью, как только на Ближнем Востоке бывает. И вдруг 3 недели назад примерно мы проснулись и увидели, что все подружились. Вот, что все подружились, и стало все стало хорошо, красиво и прекрасно. Почему они подружились? Откуда это вообще пришло? Они хотят в сентябре провозгласить о независимости. Для этого им надо показать миру, что палестинцы могут самоуправляться, что палестинцы могут существовать как государство. И для этого им надо достигнуть некой договоренности внутри своего собственного общества, иначе получается как-то не очень. Они ищут легитимации, потому что вот сейчас они договорились, и вот уже в Иудее и Самарии тоже идут открытые демонстрации Хамаса, уже открыто появляются лозунги и транспаранты. Раньше Хамас преследовался, а сейчас вдруг, пожалуйста, на здоровье, вы наши братья, партнеры, вообще выступайте. С точки зрения Израиля, он выстроил себе в ногу этим шагом. И в каком-то будущем, возможно, он займет его место. Но это в будущем. Пока что у них есть некое обличие единства. На самом деле, если почитать их договор, центральные точки разницы, центральные точки, где они не согласны, вообще не затронуты. Это технический договор. Пока что давайте дружить, пока что давай. Но суть все еще полностью порознь. Когда-то это выглядело так примерно. Вот. Сейчас оно во многом так еще и выглядит, только немножко по-другому. И чуть дальше мы увидим, как вот этот вот рисунок на самом деле правилен по отношению ко всему Ближнему Востоку сегодня. Потому что на Ближнем Востоке есть многие темы, которые как-то падают между стульев и не освещаются достаточно. На самом деле, это иногда даже для нас как-то удивительно, мы, Израиль, не центр мира. Вот. И мы даже не центр нашего вот этого самого. У них есть свои темы, свои вопросы, своя всякая беготня. Мы тоже функционируем, но есть жизнь, кроме Израиля. И вот через